С детства я любила рисовать и занималась просто чисто любительски. В учебных тетрадках всегда придумывала модели, придумывала стили одежды, которые являются мне по душе. И придумывала бренды, которые бы были у меня в будущем. С детства я любила рисовать, и петь, и танцевать, но никогда не приходилось самой что-то сделать. В последнее время я очень много общалась со студентами, которые наполнены творческими идеями, и самой захотелось участвовать в этом. 2 года назад я стала заниматься дизайном, так как поняла, что это для меня не только хобби, но и, наверное, будущая профессия. Я росла в доме, где все шили и занимались дизайном. Мама шила свадебные платья, а бабушка разные заказы принимала. И любовь к шитью у меня была с детства. Когда поняла, что у меня получается, я стала шить разные предметы, одежду, аксессуары. В основном это были сперва шарфы, потом юбки. И я открыла свою страничку в Фейсбуке и назвала «Зигзаг». В моих работах присутствуют армянские мотивы. Я больше всего люблю рисовать и цветы, и гранаты. Кроме этого, я еще сделала 3D-картины из другого материала. Я рисовать не могу, именно поэтому я выбрала журналистику, потому что это моя вторая профессия. Поэтому я поняла, что эскизы делать обязательно. То есть, да, у меня нет образования модельера, но эскизы это главное. И поэтому сегодня я работаю с одной девочкой, которая умеет рисовать, и мы вместе рисуем наши проекты, идеи, которые воплощает в жизнь одна женщина, которая нам помогает, поскольку я сама не успеваю уже, потому что заказов очень много. Конечно же, хотелось бы увидеть себя в роли призванного художника, хорошего модельера, иметь свой дом моды и, конечно же, чтобы тебя узнавали люди и узнавали твою одежду и твой стиль. Но чтобы достичь всего этого, вышеперечисленного, нужно днем и ночью кровь из носа работать. Во всем жизни образование, конечно, имеет главную роль, то есть это, конечно, плюс всегда, но самое важное – это идея, которая у тебя есть, и большое желание, потому что, наверное, 3 года назад, когда я шила руками какой-то нелепый бантик, мне мама говорила, типа, что ты делаешь, это просто ты теряешь время. Но желания и идеи у меня были настолько сильны, что сегодня я имею то, что имею, и это самое важное для меня в жизни. Я считаю, что профессиональное высшее образование нужно каждому человеку. Именно в моей профессии это обязательно, так как без высшего образования, без тех навыков, без того опыта, который мы проходим в учебном процессе, человек не сможет стать нормальным модельером, нормальным дизайнером и не сможет смотреть на мир таковым, каким смотрим мы. Что бы я ни сделала и чем бы я ни занималась, я это делаю от всей души и стараюсь вкладывать в него и душу, и знания, и красоту. Я вижу только красоту. Конечно, мне бы хотелось иметь соответствующее образование модельера, но то, что я учусь на журналиста, мне только помогает, потому что журналисты, они креативные люди и всегда находят новые, и очень хорошо реализуют свои все идеи. За год до поступления начала готовиться к вступительным экзаменам, начала ходить в студию дизайна, где я поняла, что это мое, что я творческий человек, что я могу полностью раскрыться в этом деле. И это не только мое любимое дело, это не только мое хобби, но это и может быть профессией. Следовательно, я подала документы в самый лучший университет Москвы по профессии именно дизайн и поступила на бюджет. Это был самый счастливый день в моей жизни. Thank you.